Здравствуйте. Сегодняшняя тема моего выпуска, моей беседы – нужна ли депортация туркмен для Турции? А, Прежде чем перейти к этой теме, я бы хотел немного рассказать вам по прошедшим событиям в Турции. Сегодня я уже приехал во Францию, нахожусь во Франции, выступаю значит, в студии из Франции. Прежде чем рассказать о своей истории, происшедшей за последние 48 часов, я бы хотел сначала поблагодарить всех активистов, принимавших участие в моем освобождении, и всех активистов, которые меня поддерживали, граждан Туркменистана, друзей своих, всех, кто мне писал комментарии, кто мне писал, звонил, и тем, кто приходил, кто интересовался, кто оказывал все содействие. От моего имени и от моей семьи я выражаю вам всем свою благодарность и человеческое спасибо. Я увидел, насколько высока была сплоченность наших граждан. Огромное спасибо всем организациям, которые принимали активное участие. Это Туркменский Хельсинский фонд, ее руководители Таджигуль Сазаковна и Анадурды Хаджиев. Это общественная организация правозащитная «Мемориал», Евгений Пономарев, на протяжении долгих лет, который борется за права туркмен, против нарушения прав человека в Туркменистане. Информационному изданию «Туркменньюз», Азат, Радио Азатлык и другим изданиям, которые принимали участие по этим событиям. Итак, 2 сентября 2021 года в 22:20 я прилетел в Стамбульский аэропорт в очередную поездку в Турцию. Цель поездки была встретиться с прокурором. Я подал заявление 8 августа на мое покушение в Турции. Цель поездки была встретиться с прокурором и с некоторыми активистами обсудить дальнейшую активность по нашей деятельности. Но, тем не менее, меня в аэропорту задержали, и при задержании, значит, у них в черном листе, значит, системы пограничной службы или полицейской службы, где вот на паспортном контроле стояла отметка «задержать и отправить обратно». Значит, меня перевели в депортационную лагерь, депортационный кампус, специально отведенное место миграционной службы в аэропорту. Там, значит, нас закрыли и со мной провели все процедурные действия, чтобы сделали заключение о запрещении в течение 5 лет посещения Турции. Значит, в это время я, конечно, подчинился всем законным процедурам, которые должны были проходить, но не понимая, значит, всей процедуры, я связался с адвокатом. Адвокат работал по этим вот процедурам, и мы проверили миграционную службу в Анкаре, миграционную службу в Стамбуле, миграционную службу в аэропорту. Сам адвокат приезжал, один адвокат поехал в миграционную службу Анкары. Мы все это проверили и не нашли никакого основания или решения миграционной службы о моем запрещении посещения Турции. То есть каким-то образом кто-то по какому-то письму консульства Туркменистана, кто-то засунул в этот черный лист мое имя и фамилию. То есть никаких оснований для, значит, моего задержания и запрещения 5-летнего посещения Турции не было. Поэтому адвокат, когда разговаривал с офицером миграционной службы, адвокат ему разъяснил законы, разъяснил, что нет никаких оснований, на что не смог ответить сотрудник, офицер миграционной службы. Потом он начал отказываться давать свое имя, фамилию. Значит, адвокат еще раз напомнил ему, что этот разговор официально, он представитель господина Курбанова, защищает его права. Благодаря тому, что я 8 августа нотариально заверил свою доверенность в отношении моего адвоката, и он официально на территории Турции, значит, действует от моего имени. Тем самым он нарушает законы, мы ему напомнили,
еле-еле выдавили у него номер его значка. Он фамилию, имя отказался давать. Естественно, в понедельник, значит, мы будем подавать иски в судебные организации на этого офицера, который составил этот протокол, и на миграционную службу. Потому что вот их служба, значит, составила протокол о запрещении моего посещения Турции. Значит, в эти 2 суток, которые я находился там, я видел много нарушений со стороны миграционной службы. Могу сказать одно, что уровень подготовки и уровень знаний законов миграционной службы, офицеров миграционной службы очень слабый. Турции надо обратить внимание на это, потому что своими незнаниями законов они нарушают закон. Там до сих пор существует телефонное право, там до сих пор существует коррупция. Это та же самая страна Туркменистан, где 100% коррупция, а здесь я просто 30%. Поэтому руководство Турции надо на это обратить внимание, я считаю. Мы просто своим случаем раскрыли это все и судебными решениями, значит, постараемся доказать это в суде и отменить это решение о 5-летнем запрете посещения Турции мной. Вот. Кроме этого, мне бы хотелось сказать, обратиться ко многим руководителям и стран, и руководителям политических организаций, партий, общественных организаций, лидерам стран и лидерам Турции. Когда вы сотрудничаете с правительством Туркменистана, вы должны понимать, есть 2 огромные разницы, как небо и земля. Это народ Туркменистана, страна Туркменистан, это государство Туркменистан, это земля Туркменистана, это национальные особенности Туркменистана и его культурное наследие, это история Туркменистана, историческое наследие. Вместе с народом это одно, целое, непоколебимое. И второе, бандит, враг своего народа, фашист, который устроил геноцид туркменскому народу, международный террорист, президент Туркменистана, незаконно удерживающий власть 14 лет, Бердымухамедов и его коррупционеры. Вот там между ними целая пропасть. Почему я это говорю? Давайте посмотрим, почему я это говорю. Первое. На протяжении 14 лет после первого диктатора, который сам себя обозначил, Туркменбаши, который сам себя наградил 5 раз героем, национальным героем Туркменистана, наградил всех своих умерших родственников героем Туркменистана, коррупционер, взяточник, ну просто мерзавец, передал свою власть, не передал, а у него отнял, захватил власть Бердымухамедов, бандит. На протяжении 14 лет этот бандит, коррупционер, враг своего народа, что сделал? Он страну превратил в самое худшее государство из всех 180 стран, которые имеются. Мы по правам человека, мы по многим показателям стали 180-й страной из 180. Мы по некоторым показателям нарушения прав человека обогнали Северную Корею. Нашим именем теперь пугают людей. В парламентах Казахстана, Киргизстана, России и других, даже на постсоветском пространстве говорят, если все будет продолжаться таким образом, у нас будет как в Туркменистане. То есть этот лозунг уже остался. Этот лозунг позорит туркменский народ. Потому что туркменский народ, как я сказал, со своим государством, со своим историческим культурным наследием, землей своей, устройством своей, это одно целое. А бандит, фашист, враг своего народа, который устроил геноцид, международный террорист Бердымухамедов, это совсем другое. К туркменскому народу никакого отношения не имеет. Почему? Его ненавидят, первое, его ненавидит весь туркменский народ. Когда вы называете его имя, люди плюются. Люди хотят разорвать его на части. Он боится своего народа. Куда он приезжает, он заставляет людей закрываться в своих помещениях, в своих, значит, жилищах, ставит туда
спецслужбы, и приезжает туда эти постановочная спецслужба в роли дайханов, колхозников, в роли шоферов, такси, там, автобусов. Вот они ходят, женщины там в роли народа ходят, делают спектакль. Этот спектакль продолжается 30 лет в Туркменистане. Спектакль под названием «Диктатура и жизнь диктатуры». Тем самым он не общается с туркменским народом. Он находится у себя в здании, употребляет героин, занимается торговлей героина в масштабах страны, построил аэропорт в Керчи, оттуда отправляет самолетами в Венесуэлу наркотики. Сначала покупал у воинствующей страны, теперь Талибан захватил всю страну, запретил ему это делать. Теперь он ищет другие методы, значит, поставок, чтобы перепродавать дальше. По дешевке покупает, перепродает дальше. Просто коммерсант, бандит и коррупционер. Этот человек объявил на весь мир в 2020 году о том, что коронавируса в Туркменистане нет. Он подписал постановление. Своим постановлением, одним махом, он победил коронавирус. Благодаря этому или из-за этого народ Туркменистана остался наедине с коронавирусом. Никакие Министерства здравоохранения, система Министерства здравоохранения не подготовилась, никакие работы не ведет по, значит, остановке этой эпидемии. Никаких действий не осуществляет, только вот на уровне, значит, самостоятельных шагов каждой больницы или каждого врача. Эти врачи халаты сами себе покупают, маски сами себе покупают, все сами себе покупают и держатся вот на таком вот простом обеспечении. Туркменский народ не защищен перед эпидемией никак. Никакие, значит, санитарные меры, никакие здравоохранительные меры, никакие, значит, меры по информативности и людей о распространении этой инфекции, систематическую информацию о состоянии эпидемиологической ситуации районов, регионов, областей, городов никакой нет. В день сегодня в Туркменистане погибает около 600 человек. Это от 2,3 миллионов человек, значит 2 миллиона 300 тысяч, 0,03% в день. Почему я говорю 2,3 миллиона человек? Потому что все закупки продовольственных товаров осуществляются на 2 миллиона 300 тысяч человек. Все статистические данные Туркменистана о том, что в Туркменистане проживает 6 миллионов человек, полная чушь и ложь. Они управляют статистикой и меняют ее как хотят. Простой пример. На протяжении 30 лет Туркменистан каждый год поднимается от 10 до 15%. Посмотрите в Туркменистане. Очереди за хлебом, очереди за деньгами, безработица больше 60%. Туркменистан в крахе. Туркменистан упал. Экономика развалилась, политическая система развалена, никто Туркменистан не уважает, никто не признает Туркменистан как демократическое государство. Все прекрасно знают, что диктатор, и причем идиот-диктатор, который переплюнул диктатора Северной Кореи, который строит при эпидемии памятники золотые собакам своим, который сделал медали собак и раздает их своим коллегам, значит, министрам и так далее. Человек, который все превращает в белый цвет. Тем самым он думает, что он строит рай. Человек, пациент психиатрической больницы, управляет страной. Вот такой кошмар творится в Туркменистане. Обратите внимание, из-за безработицы 60% населения, то есть безработица, 40%, 45% населения выехало из Туркменистана. То есть 1,5 миллиона человек вынуждены были покинуть Туркменистан, чтобы работать трудовыми мигрантами и отправлять свои деньги в Туркменистан для поддержки своей семьи. Они не уехали семьями, потому что запрещено. Они уехали или мама, или папа, или дети. То есть семья разделена. На протяжении более 14 лет эти люди работают за рубежом.
не могут приехать домой, не могут увидеть своих детей. Связь только через интернет, которого нету, конечно, который очень слабо существует в Туркменистане, потому что это информационная свобода, это тоже пресекается. Эти люди вынуждены разрушать свои семьи. Дети растут уже более 14 лет без родителей. Они не видели. Некоторые люди женили своих детей, так и не видя этих детей, так и не посещая свадьбу. Некоторые люди не могут приехать в Туркменистан на смерть своей мамы, папы, детей, родственников и так далее. С 2020 года наглухо закрыл границу Туркменистана. Никто в Туркменистан не может попасть. Летает 1 или 2 рейса всего лишь из Турции. И то люди, которые проходят консульский отбор. То есть они заплатили 3000 или 10 тысяч долларов за авиарейс. Или же являются, ну, скажем, родственниками этих вот спецслужб или консульского отдела. То есть простые граждане попасть в Туркменистан не могут. Только за большие деньги. То есть диктатор, испугавшись народ Туркменистана, который начал свободно дышать и говорить в Турции и других странах, начал запрещать этим людям возвращаться на родину. Основание для этого есть типа коронавирус. Теперь посмотрите. Коронавирус, эпидемия коронавируса во всем мире. Все страны эвакуируют своих граждан в свою страну. И этот идиот, международный террорист, наоборот, запрещает им возвращаться. Вот со своим здравым мозгом попробуйте вот это понять. При эпидемии вместо эвакуации он запрещает и бросает эти проблемы на Турцию, например, проблемы вакцинации, проблемы содержания граждан на Турцию. Второе. Эти люди, которые остались за пределами Туркменистана, около 1,5 миллиона, им не меняются паспорта. Специально, чтобы их поставить в нелегальную зону, чтобы они не могли не обратиться никуда, не написать письма, что у них подтверждающий документ со сроком, реальным сроком, то есть идентификационный документ, не был. Специально он делает. Ни одному посольству, ни одному консульству не разрешается это делать. Есть устный запрет Бердымухамедова, террориста. Но если у вас есть 5000 долларов и более, вы можете продлить свой паспорт, то есть поменять его. Он нарушил закон о миграции, статью 29, пункт 3, где четко описано, согласно международным конвенциям, заключенным Туркменистаном, продлевать паспорта через консульские отделы или посольства. Этот человек одновременно забрал все ветви власти в этом году. Он президент, глава государства, он председатель исполнительной власти, глава кабинета министров, ему все суды подчиняются. Он же себя избрал, нарушив статьи Конституции, членом парламента и далее провел сам собрание и сам себя избрал председателем парламента. Председатель двухпалатного парламента. То есть все 3 ветви власти он спокойно себе забрал. Этот идиот может своей собаке дать депутатское кресло, и там все еще будут кричать «Аркадау Шохрат», «Слава Аркадау». То есть вот настолько он узурпировал власть и превратил в Туркменистан в одну большую тюрьму. Поэтому его называют диктатор. Поэтому мы боремся, чтобы уйти от этой системы и превратить Туркменистан в цветущий рай, в цветущую страну, ежели, эту тюрьму. Остановить это все, потому что там принимаются не бездарные и непонятные решения, которые вот здравому человеку не должны, непонятны. Человек, здравый, нормальный человек не может это переварить даже. Поверьте. Вернемся к коронавирусу. Коронавирус сейчас в данное время в Туркменистане бушует. Он настолько бушует, что
Система здравоохранения ничего не может оказать. Оно защищает где-то около 2% населения. Остальные люди боятся идти в больницу, сами лечатся. Они уже сами себе капельницы ставят. Один наш активист ставит капельницы своим сотрудникам. Сам платит, сам ставит, чтобы они вот как бы не померли, и он не остался без сотрудников. Из своей гуманности, значит, он это делает. Мои родственники ставят себе капельницы. То есть настолько население поняло, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Система здравоохранения вообще не работает. В это же время этот бездарный международный террорист, фашист, который устроил геноцид своему народу, делает вакцинацию непонятными вакцинами и убивает вакцинацией людей. Он убивает вакцинацией больше, чем от коронавируса людей. Я вам объясню, каким образом. Они берут вакцину в кармане, в автобусе едут врачи, колят, ставят в холодильник остаток лекарства и говорят, того нету членов семьи, я через 2 недели заеду. Заезжают и колют дальше. То есть температура содержания этой вакцины 85 градусов и больше. Оно нарушается в начале, и в конце они ставят в холодильник. Даже если морозильник поставишь, ну максимум 15 градусов, 20 градусов минус. Все равно не хватает. Появляются бактерии, вирусы и так далее, и это становится ядом. У людей сахарный диабет, сердечные заболевания, они сразу гибнут. У остальных начинается аллергия по всему телу, и они лежат дней 15 от вакцины. Вот такая вот вакцинация. Все, что вот в нормальных странах нормально проводится, в Туркменистане проводится ровно наоборот, потому что страна не управляется. Вот теперь я у вас спрашиваю, вот все лидеры государств, руководители государств, движений, политических партий, общественных организаций, стоит ли вот с этим террористом иметь отношения? Стоит ли с этим террористом международного масштаба, Бердмухамедом, вообще иметь дело и позорить свой имидж, позорить свою страну, позорить свой народ? Конечно, нет. Еще раз я напоминаю этим руководителям, что туркменский народ, туркменская земля, культурное наследие Туркмении, национальное достояние Туркмении, земля Туркменистана, туркменское государство и Туркменистан весь это одно целое, непоколебимое. Но бандит, захватившийся власть и удержавший 14 лет, устроивший геноцид туркменского народа, это вообще что-то, которое никаким образом не относится к Туркменистану. Поэтому, когда вы будете общаться с президентом Туркменистана, Бердмухамедовым, террористом международным, или Рашид Мередовым, его правой рукой, коррупционером, устроившим беззаконие с паспортами, поставившим схему зарабатывания через паспорта, этим человеком вы должны понимать, что вы не общаетесь с туркменским народом. Эти люди не олицетворяют туркменский народ. Эти люди являются врагами туркменского народа. Весь туркменский народ, вот 100% ненавидит Бердмухамедова и его родственников. Они подошли к точке, где готовы взять вилы в руки и просто поменять ситуацию. Вот эту информацию я хотел бы довести до всех руководителей партий, лидеров стран, организаций, общественных организаций, чтобы они понимали, Туркменистан – это Туркменистан, народ Туркменистана, земля Туркменистана, культурное наследие, историческое наследие Туркменистана, государство, территория – это одно целое. Мы живем в Европе, в Турции, в Америке или внутри, мы один народ, мы одно целое. Что снаружи туркменистанцы, что внутри, все находятся как в тюрьме. Превратились в рабов этого незаконного правительства. Незаконный президент, который держит незаконного правительства. На протяжении 14 лет последний диктатор каждый год сажает свою команду. Только вдумайтесь, он их отправляет в тюрьму сразу. Если на протяжении 14 лет он каждый год отправляет всех в тюрьму,
то получается, или он плохой руководитель, или он сам бандит. И его надо менять, сажать в тюрьму. Потому что никого, кроме Рашид Мередова и Храмова, не осталось. Всех посадили. Господин Храмов является архитектором диктаторской системы. Он ее создал вместе с Жаданом, Умовым и Ниязовым. Они отошли, он один остался, который держит эту архитектуру, который является архитектором, держит эту систему. Бердымухамедов раб этого храма. Поэтому я этим выступлением хотел бы напомнить всем, что туркменистанцы уже встали. Они начали свою борьбу. Мои задержания в течение 2 дней показало, что все туркменистанцы сплотились как один, объединились при этой проблеме. Сейчас, с этого момента, вот с августа, 1 августа, любой активист или любой человек туркменистанец, который задерживается, сразу автоматически создается механизм, внутри которого находятся общественные организации, правозащитные организации, международные, активисты, гражданские активисты, оппозиционеры, все как один начинают массово давать информацию, поднимать информацию и защищают этого человека. Они привлекают внимание всей мировой общественности, мировых СМИ на эту проблему и сразу вытаскивают этого человека. То есть мы создали механизм спасения туркменистанца. Этот механизм работает снаружи Туркменистана. Туркменистан – закрытая страна. Туркменистан целиком тюрьма. Руководитель этой тюрьмы – Бердымухамедов. Международный террорист. Почему международный террорист? Смотрите мое следующее выступление, я вам объясню детально, как он стал международным террористом, какие действия он сделал, почему мы его так называем. На этом я заканчиваю свое выступление. Всем туркменистанцам я желаю бороться за свои права, объединиться, объединяться и продолжать свою активность. Только своей активностью мы можем поменять все. Если мы не будем активны, ничего не поменяется. Мы увидели, что как мы становимся активными, за нами встают все. Все международные организации, страны сразу встают. Поэтому все ждут нас. Я каждого туркменистанца приглашаю к нам, влиться в нашу команду и бороться за свои права. Спасибо всем. Вперед, Туркменистан. До свидания.